Итак, добрый день, ребята. 6 класс, урок номер 50. Древнекитайская цивилизация. Сегодня на уроке вы будете изучать союз как служебную часть речи. Сможете различать сочинительные, соединительные, противительные, разделительные союзы и употреблять их в речи. Правильно писать простые и составные союзы. Итак, прослушайте текст, о чем вы узнали. Что соединяют выделенные слова? Итак, в Китае возникла уникальная цивилизация. Многое из того, что создано в Древнем Китае, заимствовали европейцы. Китайцы изобрели фарфор, шелк, бумагу, компас и многое другое. В Китае было возведено самое грандиозное сооружение в мире – Великая Китайская стена, длина которой составляет 6500 километров. Она была построена, чтобы защищать Поднебесную, то есть Китай, от набегов кочевников. Итак, первый вопрос. О чем вы узнали из данного текста? Из текста можно узнать о развитии древнекитайской цивилизации, ее уникальных изобретениях, таких как фарфор, шелк, бумага, компас, и о Великой Китайской стене, построенной для защиты Китая от набегов кочевников. Второй вопрос. Что соединяют выделенные слова? Что, и, который, чтобы. Выделенные слова выполняют разные синтаксические функции. Эти слова соединяют части текста и обеспечивают логическую связь предложений. Итак, что такое союз? Союз жалгаулык казахша. Союз – служебная часть речи, которая служит для связи членов предложения или целых предложений. Союзы не являются членами предложения. По своему строению союзы бывают простыми и составными. Союзы, которые состоят из одного слова, называются простыми. К ним относятся и, а, но, да, что, если, когда и многие другие. Союзы, которые состоят из двух и более слов, называются составными, потому что, так как будто, от того, что, вследствие и многие другие. Итак, упражнение номер 2. Скажите, меняется ли смысл предложений в зависимости от того, какими союзами соединены в них однородные члены предложения или части предложения? Итак, китайцы изобрели фарфор. Так, да, смысл предложения меняется в зависимости от используемых союзов. Например, в предложении «Китайцы изобрели фарфор и шелк». В данном случае союз «и» указывает на равноправность однородных членов, сообщая, что китайцы изобрели оба предмета – фарфор и шелк. Во втором предложении китайцы изобрели не фарфор, а шелк. Союз «не», «а» выражает противопоставление. В данном случае утверждается, что китайцы изобрели только шелк, но не фарфор. В третьем предложении китайцы изобрели и фарфор, и шелк. В этом предложении союз «и» усиливает утверждение, подчеркивая, что китайцы изобрели оба предмета – и фарфор, и шелк, с акцентом на их важность. Итак, союзы по значению делятся на сочинительные и подчинительные. Сочинительные союзы связывают однородные члены и равноправные по смыслу простые предложения
в составе сложного предложения, которое называется сложно сочиненным. По значению сочинительные союзы делятся на три группы. Соединительные, к ним относятся и, да, не только, но и, как так, и тоже так же. Противительные, но, да. Однако же зато. Разделительные или, либо, то-то, не то, не то. Итак, упражнение номер 3. Прочитайте и объясните смысл пословиц, спешите, расставляя пропущенные знаки препинания, обратите внимание на постановку запятых между однородными членами, назовите соединительные, противительные и разделительные союзы. Итак, смысл пословиц. Давайте разберем сначала смысл пословиц. Ищи товарища лучше себя, а не хуже себя. Смысл данной пословицы – совет дружить с теми, кто лучше тебя, чтобы расти и развиваться. Вторая. Добрая пословица не в бровь, а в глаз. Пословица или мудрое высказывание бывают очень точными и попадают прямо в цель. Третье. Не от росы урожай, а от поту. Смысл данной пословицы: успех и результаты зависят не от удачи или природы, а от упорного труда. Смысл четвертой пословицы: правда в огне не горит и в воде не тонет. Итак, правда всегда остается правдой, ее невозможно уничтожить. Пятое. Суди о людях не по словам, а по делам. Она означает: людей нужно оценивать по их поступкам, а не потому, что они говорят. Шестое. Надо трудиться, а не лениться, что подразумевает: успех достигается только трудом, а не бездельем. И последнее, седьмое. Либо рыбку съесть, либо на мель сесть. Смысл данной пословицы означает, что при выборе нужно понимать, что за любое действие есть своя цена или последствия. Итак, давайте второе задание нужно расставить, расставляя пропущенные запятые. Итак, ищи товарища лучше себя. Запятую ставим перед союзом «а не». Так. Второе. Добрая пословица не в бровь, а в глаз. Перед союзом «а» ставим запятую. Не от росы урожай. После слова «урожай» ставится запятая. Правда в огне не горит. После слова «горит» ставим запятая. И в воде не тонет. Суди о людях не по словам, запятая, а по делам. Надо трудиться, запятая, а не лениться. Либо рыбку съесть, запятая, либо на мель сесть. Итак, союзы в данных пословицах. К соединительным союзам у нас здесь союз и в воде не тонет. Противительные союзы здесь а не хуже себя, а по делам, а не лениться. И разделительные союзы либо рыбку съесть, либо на мель сесть. Пословицы используют союзы для разных смысловых оттенков: соединение, противопоставление или выбор. Итак, упражнение номер 4. Прочитайте текст. Какова основная мысль? Найдите в тексте фрагмент описания. Выпишите предложения с сочинительными союзами. Что они соединяют? Однородные члены или части предложения? Обозначьте союзы. Можно ли заменить союзы также союзом «и»? Итак, основная мысль данного текста. Так, давайте прочитаем. Как возникла терракотовая армия? Китайцы верили в жизнь после смерти, и в гробницу к умершему правителю
клали еду, оружие и украшения. Во времена династии Шан в потусторонний мир за императором должны были следовать и люди в качестве слуг. Начиная с династии Чжоу, в гробницу императора помещали только фигуры воинов-стражей. В 1974 году крестьяне копали землю в 800 метрах от гробницы в поисках воды и случайно нашли одну из таких фигур. Она была величиной с человека и сделана из терракоты, то есть обожженной неглазурованной глины. На сегодняшний день археологи обнаружили при раскопках более 8000 таких фигур. Основная мысль. Текст рассказывает о том, как возникла терракотовая армия, уникальное историческое явление, связанное с представлениями китайцев о жизни после смерти и традициями захоронения императоров. Фрагмент описания в данном тексте. Она была величиной с человека и сделана из терракоты, то есть из обожженной неглазурованной глины. Предложение с сочинительными союзами. Китайцы верили в жизнь после смерти и в гробницу к умершему правителю клали еду, оружие и украшения. Союз И соединяет однородные члены еду, оружие и украшения. Во времена династии Шан в потусторонний мир за императором должны были следовать и люди в качестве слуг. Союз И соединяет однородные члены жизнь и люди. И третье предложение. Она была величиной с человека, сделана из терракоты, то есть обожженной неглазурованной глины. Союз И соединяет однородные, сказуемые. Была величиной и сделана. Можно ли заменить союз также союзами? Нет, замена невозможна. Союз И соединяет однородные члены или части предложения, а союз также добавляет значение к тому же или вдобавок. Подчеркивает дополнительность информации. В тексте союза также нет, но если бы он был, его нельзя было бы заменить «и» без утраты смыслового оттенка. Итак, союз также тоже пишутся слитно. Их следует отличать от сочетаний «также» наречие с частицей, тоже местоимение с частицей. В этих сочетаниях частица «же», как правило, может быть опущена или переставлена на другое место. Союзы также тоже можно заменить союзом «и». Мой друг занимался также и спортом. «Же» нельзя опустить. Я занимался спортом так же увлеченно, как и мой друг. «Же» можно опустить. Итак, двое учеников поспорили, какой частью речи являются «также» вместе и «также» союзом или наречием с частицей в данных предложениях. Помогите им найти правильный ответ. В этих предложениях «также» и «также» действительно являются разными частями речи. Давайте разберемся. Итак, сестра также училась в университете. Слово «также» является наречием в значении «тоже», «к тому же», «вдобавок». Оно пишется слитно, так как выражает добавочное значение. Не только кто-то другой учился в университете, но и сестра. Здесь также выступают наречием, выполняя функцию обстоятельства. Упражнение номер 2. Брат учился так же хорошо, как и сестра. Здесь «также» – это сочетание наречия «так» и частицы «же». Оно указывает на способ действия с акцентом на равенство. Брат учился так же хорошо, как сестра. Наречие «так» указывает на способ действия, а частица «же» усиливает указание. И подведем итог. В первом предложении «также» это наречие со значением «тоже». Во втором предложении «также» это наречие плюс частица со значением сравнения. Таким образом, как.
Вот таким образом и завершен спор. Так, упражнение номер 5. Прочитайте текст, о чем вы узнали, докажите, что выделенные слова являются союзами, а не наречия с частицей. Итак, текст рассказывает о Великом Шелковом пути, связавшем Дальний Восток с Европой. В нем упоминается, что этот путь состоялся из нескольких караванных троп, по которым торговцы перевозили не только шелк, но и другие ценные товары. Также упоминаются находки шелковых тканей и в различных археологических памятниках. Итак, следующее нужно доказать, что выделенные слова являются союзом. Торговцы везли по ним не только шелк, но также многие другие ценные товары. Здесь также является сочинительным союзом, который добавляет дополнительный информацию, не только шелк, но и другие товары. Союз также можно заменить на «и» или тоже с сохранением смысла. Торговцы везли по ним не только шелк, но и другие ценные товары. В следующем предложении это было кусочки шелковой ткани, были найдены в афинских захоронениях. VI века, а также в Германии в захоронениях эпохи Железного века. Здесь также выступает как сочинительный союз, соединяющий два однородных обстоятельства места в афинских захоронениях и в Германии. Союз также можно заменить на «и». Кусочки шелковой ткани были найдены в афинских захоронениях и в Германии. Почему это союз, а не наречие с частицей? Также, будучи наречием с частицей, всегда используется в сравнительном значении. Так же красиво, как в приведенных предложениях, также добавляют дополнительную информацию, что характерно для союзов, а не указывает на способ действия. Если заменить также на «так же», то смысл предложения нарушится. В обоих предложениях также является сочинительным союзом. Итак, упражнение 6. С какими утверждениями вы согласны, с какими ставим плюс, а если не согласны — минус. Объясните, почему, вопрос. Итак, первый: союз служит для связи членов предложения. Да, мы с этим согласны. Союзы действительно соединяют однородные члены предложения или части сложных предложениях. Так, союзы являются членами предложения. С данным утверждением мы не согласны. Союзы не являются членами предложения, так как они не обозначают предмет действия или признак. Третье. Союзы и, но, да, что, если, когда — простые союзы. Да, верно. Все перечисленные союзы — простые союзы, так как они состоят из одного слова. В предложении китайцы изобрели фарфор и шелк, соединительный союз «и» связывает однородные дополнения. Правильно. Плюс союзы «и» соединяют однородные дополнения фарфор и шелк. И последнее, 5-е предложение. В предложении китайцы изобрели не только бумагу, но и компас. Компас употреблен противительный союз «но». Нет, союз «но» не является противительным. Он входит в состав составного союза не только «но» и. Итак, последнее. Так, составьте синквейн к союзу в союз. Итак, союз. Какой? Сочинительный, подчинительный. 3 глагола: соединяет, подчиняет, объединяет. Предложение: союзы — это служебная часть речи. И одним словом, союз — это связь. Но упражнение дальше, второе задание, что нужно подготовить сообщение на одну из предложенных тем, это уже самостоятельно. На этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь.